Ассаляму алейкум, харлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканал АТР, вы смотрите марафон «Сейф АТР», «Голос Крыма» Майя Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Для начала предлагаю подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова, который с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать то, о чем будут говорить в вечерних выпусках новостей, в выпусках «Заман». Рома, приветствую. Приветствую, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Говорил на украинском и сорвал овации. В Верховной Раде Украины выступил президент Литовской Республики Гитанас Науседа. Он осудил действия России, направленные на подрыв территориальной целостности Украины. Поддержал создание Крымской платформы и сказал, что Литва к ней присоединится. Науседа также призвал власти Украины не покупать электроэнергию с белорусской АЭС, заявив, что это российский проект. Расскажем подробности визита. Жена арестованного в оккупированном Крыму внештатного сотрудника Радио Свобода Владислава Есипенко Екатерина обратилась за помощью к Министерству иностранных дел Украины и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она заявила, что задержание ее мужа незаконно, поскольку Владислав в Крыму занимался журналистикой. А Владислава Есипенко оккупационные силовики задержали 10 марта. ФСБшники обвинили его в работе на украинскую разведку, а в машине Владислава якобы нашли самодельное взрывное устройство. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым уже решительно осудили арест Есипенко, заявив, что Российская Федерация наследует советскую политику, ограничивая свободу слова, преследуя журналистов, блогеров, любых пользователей социальных сетей, для того, чтобы единственной информацией, которую мир получал о временно оккупированном Крыму, была только российская пропаганда. Вспомним об акции крымских татар «Киев-92». Около 1000 человек 19 марта 1992 года собрались возле Верховной Рады Украины. Участники акции передали руководству парламента заявление с требованиями о встрече с Меджлисом и принятия руководством Украины политического заявления о восстановлении в Крыму национальной государственности крымских татар. Расскажем, как начиналась акция и чем она закончилась. Расскажем также, как зам оккупационного муфтия Айдар Исмаилов восхвалял Путина и не заметил в оккупированном Крыму ни репрессий против крымских татар, ни сокращения обучения на родном языке, никаких других проблем, которые появились у крымчан после оккупации Крыма. Поговорим о том, есть ли перспективы принятия закона о статусе коренных народов в украинском парламенте и поддержит ли его фракция «Слуги народа». Вот об этом мы будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 и в 21:00. Гульсум. Чусагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua маленькими буквами. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей Романом Спиридоновым. И, конечно, хотелось бы наш эфир начать со следующего исторического события, которое, к сожалению, актуально и сегодня. 19 марта 1992 года крымские татары собрались на площади перед парламентом Украины. Участники акции передали Верховной Раде заявление с требованием о встрече с Меджлисом и принятия руководством Украины политического заявления о восстановлении в Крыму национальной государственности крымских татар. Но митинг, который состоялся, после этой встречи начали разгонять уже беркутовцы, которые применяли слезоточивый газ и дубинки. Уже на следующий день
Состоялся многотысячный митинг. 27 марта Президиум Верховной Рады рассмотрел требования крымских татар, но не принял весомых решений. В эти дни участники акции «Киев-92», отметив, что от депутатов нет смысла ждать серьезных политических решений, закончили мирную акцию. Но в последнем митинге в рамках акции «Киев-92» крымские татары приняли резолюцию, которая стала итоговым результатом, еще одну попытку договориться с властью. А в качестве символа взаимопонимания двух народов крымские татары и украинцы посадили каштаны на месте побоища. С нами сейчас на прямой связи, если я не ошибаюсь, историк Гульнара Бекирова. Давайте попробуем ее связать. Гульнара Ханум, селям алейкум. Алейкум селям, Гульсум Ханум. Гульнара Ханум, расскажите нам подробнее, как разворачивались события в эти дни в 1992 году с протестными акциями крымских татар в Киеве и что, собственно, послужило поводом для разворачивания возле парламента Верховной Рады Украины палаточного городка. Ну, действительно, прошло почти 30 лет, да, и эти события, как для меня это не печально, к сожалению, малоизвестны сегодня в Украине. И с еще большим я сожалением хочу сказать, что требования крымских татар почти 3 десятилетия прошло. Вы, наверное, еще не родились, я тогда еще была молодая, но ВОЗ и ныне там, да. И вы показали фотографии, на этих фотографиях молодые активисты наши, которые тоже уже, чьи головы уже убелены сединами. И вот мы почти 30 лет спустя, мы сегодня вспоминаем эти события, когда крымские татары после очень, конечно, яркого, значимого Курултая 1991 года, июня. Все, конечно, помнят, какой был подъем. Возвращение крымских татар было чрезвычайно сложным, драматичным. Это действительно была настоящая жертвенная борьба людей, которые, поколения наших, можно сказать, не знаю, родителей, дедушек, которые привели свой народ без капли чужой крови, не пролив ни капли крови, была очень жертвенная такая борьба, привели свой народ на историческую родину, вопреки всем властям, которые вообще были на тот момент и раньше, да, которые делали все возможное, чтобы крымские татары укоренились в местах изгнания. И в том числе и главный демократ Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, которого недавно чествовали в связи с его очередным юбилеем. И кто-то запустил этот миф о том, как Горбачев вернул крымских татар в Крым. Но на самом деле все должны понимать, я не раз об этом говорила, и скажу и сейчас об этом, что крымские татары вернулись на историческую родину только благодаря своей собственной воле, благодаря своим собственным усилиям и вопреки всем властям, которые были на тот момент в Советском Союзе. И центральные власти, и украинские власти, и особенно, конечно, крымские власти, все противились возвращению крымских татар на родину. Тем не менее, крымские татары, которые уже в 1989 году крымские татары, по сути, такой костяк большой жил на исторической родине и начали подготовку к проведению своего национального съезда, потому что чувствовали, что в этом была потребность, да, потому что был такой подъем, но в то же время крымские татары понимали, что власти по-прежнему, мягко говоря, против них. И вообще обстановка в Крыму, конечно, была на тот момент враждебная. Но, тем не менее, собрав эту самую такую волю, да, крымские татары, по сути, ровно 30 лет назад, в июне 1991 года, провели свой национальный съезд. Это вообще отдельная история. Это действительно героическая борьба народа, который уже в местах, уже на родине собрал этот важный такой политический институт, национальный съезд, создал орган самоуправления, орган, который должен был решать проблемы, да, народа, Меджлис крымско-татарского народа, продекларировал свои цели. И в том числе первая, в общем-то, цель
создания, ну, то есть воссоздания национальной государственности, и была принята декларация о национальном суверенитете, ну, на своей исторической родине. Конечно, она и сегодня, 30 лет спустя, трактуется как угодно так называемыми экспертами, политиками, и мы оказываемся и сепаратистами, и кем угодно, ну, потому что люди читать не умеют, анализировать исторический и политический контекст некоторые не умеют и при этом еще и не хотят. Да? Вот. И тогда же, в 1991 году, уже, в общем-то, в сентябре, по сути, Союз развалился. И, в общем-то, крымские татары стали верными союзниками Украины. Это я говорю не для крымских татар, а для тех украинцев, кто смотрит сегодня наш эфир, которые должны понимать, что крымские татары вообще первые признали независимость украинского государства. Нельзя сказать, что мы были одиноки. Действительно, Народный рух Украины и Вячеслав Черновил, в общем-то, поддержали тогда требования, уже в сентябре 1991 года поддержали требования крымско-татарского народа вот во всех его вот этих чаяниях, да, основных. Если я сейчас найду этот документ, я, может быть, даже процитирую. Но, в общем, суть такова, что уже в сентябре того же года крымские татары начали пикет в Киеве с тем, чтобы были поддержаны вот эти самые требования, которые были продекларированы на Курултае, прежде всего о восстановлении государственности крымско-татарского народа, о том, чтобы решать проблемы коренного народа Крыма, о том, чтобы признать Меджлис крымско-татарского народа, ну вот тем самым органом, да, который мог управлять, ну, что называется, не только жизнью крымских татар, но и, значит, жизнью в Крыму. Самое Да, интересное, что требования и вопросы, они как бы не изменились и актуальны до сих пор. Вот это самая большая проблема, почему, собственно, мы, наверное, я не знаю, какова вот была ваша интенция, Гульсум Ханум, а я утром сегодня, ну, вспомнила, да, там об этих событиях и подумала, ну да, вот у меня уже вот седая голова, 30 лет почти прошло. А требования одни и те же. Вчера на вот эфирах, да, опять были какие-то люди, которые там, ну, помните, эфиры в связи с 18 марта, да, в связи с оккупацией Крыма, да. И опять в который раз уже я смотрела удивленно на тех людей, которые снова говорят, нет, мы не будем поддерживать автономию. А что за такая автономия крымских татар? А крымские татары сепаратисты. И я вот думаю, знаете, вот я вот 20 лет занимаюсь популяризацией истории крымских татар, я представляю, как больно активистам, если даже мне больно, вот которые были под этими бульдозерами, которые были под дубинками этого Беркута. Вот ну, такое впечатление, что жизнь наша вообще прожита зря. Потому что я доказываю аксиомы, а люди положили свою жизнь на то, чтобы доказывать. Я даже не знаю, вот это такое какое-то глупость, наглость, хамство, вот это отсутствие преемственности власти украинской. Да? Каждому новому президенту нужно сначала доказать, кто такие крымские татары. Кто коренной народ. Коренной народ Крыма. Абсолютно каждому руководителю нужно доказать, что чаяния крымских татар в рамках Украины. И я вот, знаете, думаю, да, мы все любим Украину, да, я здесь родилась. И понимаете, я думаю, ну это вообще любовь это или мазохизм? Вообще почему столько лет, столько жизни, да, положено, чтобы ну вот, крымские татары спокойно жили в Крыму, чтобы мы восстановили свой статус. Да? Вот я немножко поздно включилась, я не знаю, вы процитировали заявление Рифата Чубарова от 25 марта 1991 года или нет? Нет, но я хочу это сделать, да, потому что это очень важно. Это как будто, знаете, как будто мы с вами вчера об этом или там позавчера на эфире говорим, потому что ничего не меняется за 30 лет. Как это может вообще ну, так быть, чтобы вот мы так любили Украину, но Украина нас не слышит и не понимает, о чем мы говорим. Как будто мы говорим на разных языках, причем это говорится уже и на украинском языке, и на русском языке, и на крымско-татарском уже много раз об этом говорилось. Ну вот смотрите, да,
Рифат Чубаров 25 марта 1992 года, уже после разгона этой демонстрации, где участвовали тоже знаковые очень личности. И да, практически все лидеры наши сегодняшние, и Виджеп Кашкараметли, и Заир Смедля, и Ильми Умеров, Рифат Чубаров. И вот Рифат Чубаров 25 марта 1992 года на пленарном заседании Верховной Рады Украины говорит такие слова: уважаемые депутаты, восстановление национальной государственности для нас не самоцель, это единственное условие, при соблюдении которого крымско-татарский народ получит возможность возродиться и сохраниться как этнос. И вот его первое, о чем первые наши чаяния: придание Крыму статуса национально-территориального государственного образования в составе Украины на основе осуществления крымско-татарской нации своего неотъемлемого права на самоопределение. Я просил бы вспомнить декларацию о государственном суверенитете Украины, которую вы приняли практически единодушно. Там точно такое же право записано для украинской нации. Мы тоже хотим не больше, но и не меньше в реализации своих прав. Второе. Соблюдение равных политических, экономических, культурных и иных законных прав всех жителей Крыма, независимо от национальности. Третье. Признание Меджлиса крымско-татарского народа, избранного на общенациональном съезде, в качестве высшего полномочного представительного органа крымских татар и его равноправное участие в решении всех вопросов восстановления прав крымско-татарского народа и определения статуса Крыма. Вот за эти почти 30 лет. Ну что изменилось? Точно так же каждое новое поколение крымско-татарских активистов, да и старое тоже, говорит, вот это вот первое, да, придание Крыма статуса национально-территориальной автономии. Но это наша цель. Она такое впечатление, что она вот отдаляется, а не приближается. Вот при Порошенко это мираж. Это да, был мой следующий вопрос. Гульнархан, к сожалению, у нас мы ограничены немного во времени, остается буквально 2-1,5 минутки. Каковы перспективы, как вы думаете, принятия основных законов для крымских татар, о статусе коренного народа, о внесении изменений в Конституцию Украины в части крымско-татарской национально-территориальной автономии? Гульсум Ханым, я же реалист, потому что я историк, а история наша очень трагична. И если нас кто-то смотрит из представителей власти, я просто хочу попросить их: прекратите уже этот позор, прекратите уже это издевательство над несколькими поколениями крымских татар. Примите уже вот эти законы, которые уже, мне кажется, покрылись нафталином в кабинетах Верховной Рады, которые все уже знают наизусть, все поколения крымских татар. Уже, мне кажется, крымские татары, которые сейчас нас в Крыму смотрят, им даже не то что больно, им даже неприятно, вот что что мы об этом напоминаем, потому что это же жизнь, это же судьбы, это судьба Крыма, в конце концов. До тех пор, пока крымские татары не будут признаны коренным народом Украины и Крыма, до тех пор, пока не будет принято вот это самое решение национально-территориальной автономии, никакой деоккупации не будет. Мы это тоже все понимаем. Даже, я думаю, что политики понимают. Вот пусть они... Это просто вопрос политической воли. Вот и все. Çok sağ olun Gulnara Hanım. Bugden teşekkürler. Историк Гульнара Бекерова была с нами на прямой связи. Ну а мы переходим к обсуждению следующих новостей. Россия немедленно должна освободить журналиста Владислава Есипенко. К этому призвал Комитет защиты журналистов. Как известно, ФСБ России заявили, что 10 марта задержали в Крыму Владислава Есипенко за якобы сбор информации в интересах спецслужб Украины. Давайте послушаем цитату Комитета защиты журналистов. Російська влада має негайно звільнити журналіста Владислава Єсипенка, зняти з нього сфабриковані звинувачення і припинити переслідувати і залякувати кримських журналістів. Мінливі звинувачення з боку російської влади і той факт, що Єсипенко не бачив адвоката, обраного його родиною, свідчать про те, що звинувачення проти нього сфабриковані і покликані змусити замовкнути і залякати місцеву пресу. Экс-политический заключенный Микола Семена, которого преследовали за журналистскую деятельность в Крыму после российской аннексии, считает, что обвинения против задержанного и арестованного на полуострове фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко
абсурдными. Сам процес фотографування в тій ситуації, яка там склалася, в ситуації страху, в ситуації шпигуноманії, це вже підозріле явище. Ті звинувачення, які висунули Єсипенко, вони абсурдні. Наприклад, його звинувачують, що він здійснював фото і відеофіксацію місцевості. Питається, він що, міг тільки небо фотографувати або що? Ці всі звинувачення – це абсурд, тому що кожен робить те, що закидають Єсипенко. У цьому немає ніякого складу злочину. Микола Семена зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаю вас, салям алейкум. Добрый день, я приветствую вас, Хальшун. Добрый день. Микола, расскажите, пожалуйста, для наших зрителей подробнее, в чем, собственно, заключается абсурдность обвинения в отношении Есипенко. Ну, цель оккупационной власти состоит в том, чтобы не допускать украинских журналистов на территорию Крыма, и чтобы они не сообщали остальному миру о том, что там происходит. Вот. И поэтому они все чаще хватают тех журналистов, которые попадаются им в руки, и выдвигают против них самые абсурдные обвинения. Вот то же обвинение, о котором мы только что говорили, о котором я говорил на пресс-конференции. Это же любой, не только журналист, а любой фотограф, когда он идет и что-то фотографирует, это обязательно и фиксация местности, и объекты жизнеобеспечения, и места массового пребывания людей в парке, например, на митинге, в библиотеке, да где угодно. Здесь нет никакого состава преступления. И даже Российский уголовный кодекс не считает, что это шпион, что это шпионаж. Потому что это обычная нормальная человеческая деятельность. А шпионаж он должен быть связан с похищением каких-то секретов военных либо государственных, передачу этих секретов кому-нибудь и так дальше. Ничего же этого относительно Владислава Есипенко нет. Он просто фотографировал, выполнял свою журналистскую работу и так дальше. Они это, видимо, понимают, что по этому обвинению привлечь человека нельзя, не только по нормальному, но и по российскому законодательству даже нельзя. Вот. Поэтому они подбросили ему гранату в автомобиль. И все удивляются, никогда за ним ничего подобного не наблюдалось, никакой любви ни к оружию, ни к гранатам, ничего не было. Это повторяется то же самое, что делали с Балухом, например, с Пановым, с Асеевым. Что касается той пресс-конференции, которую вчера демонстрировали в Крыму, то точно так же были пресс-конференции Евгения Панова, Стаса Асеева. И видно, что и Владислав Есипенко находится под большим прессом, видимо, после пыток. Жена сегодня рассказывала, что она фактически не узнала его голоса, что он выглядит очень странно, что следы пыток на лице и на шее есть и так дальше. Это вообще, я не знаю, Россия просто позорится на весь мир. Не только тем, что выдвигает против человека незаслуженные обвинения, но и тем, что сама демонстрирует всему миру, как она применяет пытки и как она издевается над теми журналистами, которые имеют намерение просто рассказать в средствах массовой информации, что происходит в Крыму. А как вы думаете, какие интересы и цели преследуют сегодня оккупационные власти, задерживая журналиста Владислава Есипенко? Это вот очередной элемент запугивания, пополнения обменного фонда. Вот на кого рассчитано вот это действие? Это рассчитано на тех людей, которые не разбираются, которые не следят за событиями и так дальше. Вот свалилось на них по телевидению такое интервью, и обычный обыватель, возможно, и верит, что это вот, да, поймали лазутчика, шпиона, значит, и так дальше. С одной стороны. С другой стороны, Россия все время должна, или считается, должна нагнетать обстановку в Крыму. Вот. И поэтому она запугивает людей и постоянно держит их в страхе, и постоянно устраивает ситуацию шпиономании, что вроде бы ей все угрожают, она такая бедная, несчастная, что не может избавиться от этих угроз, и вокруг нее одни враги и так дальше. Это рассчитано также и на российского обывателя. Вот по России там где-то в глубинке пойдет слух, вот в Крыму поймали очередного шпиона. Но все это блеф полный, это абсурд.
Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Микола. Микола Семена, экс-политический заключенный, был с нами на прямой связи. А сегодня в эти дни с официальным визитом в Украину прибыл президент Литвы. И сегодня он выступил с обращением к народным депутатам Украины в Верховной Раде на украинском языке, вспомнив об общих героях и осудивши агрессию России. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию белорусской АЭС. По его словам, Россия пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния. Дозвольте мені додати кілька слів про спільні турботи, які нам накинула небезпечна білоруська АЕС. Будівельник електростанцій Росія не лише піддала ризику здоров'я жителів регіону, але й намагається використати проект електростанцій для розширення свого впливу. Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, а й України. Тому сьогодні хочу прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії щодо білоруської АЕС та не купувати електроенергії, виробленої в Островці. С нами сейчас на прямой связи Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради України 2014-2019 роках. Пані Оксана, вітаю вас, селям алейкум. Я вас витаю, салям алейкум. Пани Оксана, как вы считаете, какие могут быть практичные договоренности даже в экономическом плане между Украиной и Литвой для того, чтобы противостояние агрессору, то есть России, было наиболее эффективным? Дуже добре, що ви запитуєте саме про спільні економічні дії, тому що сила протистояння Росії, вона якраз лежить в економічній співпраці між країнами Балто-Чорноморського регіону. І тому зовсім не випадково президент Литви сьогодні згадав 2 дуже пов'язаних речі: невизнання анексії, незаконної анексії і окупації Криму, і виробництво електроенергії на атомній електростанції в Білорусі. Ці 2, тому що Україна, Білорусь і Литва і інші країни, які є в цьому регіоні, вони сьогодні є щитом від російської агресії. І Литва дуже добре усвідомлює, що подріблення, так, спочатку от Росія там забирає Білорусь, Росія посягає на Україну, і Литва розуміє, що країни Балтії, вони є наступними в черзі, що Росія не зупиниться, вона потребує контролю не лише над Чорним морем, але й над Балтійським, і тому загроза є велика для країн Балтії. В чому може бути співпраця? Балтика, взагалі Балтійський регіон і Литва, в тому числі, вони це країни, які мають дуже добре налагоджені сьогодні торгівельні шляхи для постачання до Європейського Союзу. Переконана, що ми могли би також бути частиною якихось спільних історій, пов'язаних із торгівлею. Крім того, те, про що також говорив президент Литви, як на мене, це дуже важливо, це про їхній досвід входження до ЄС. Він так делікатно зазначив про те, що ми повинні дбати передовсім про інтереси своєї країни. Литві було складно, вона має невелику територію, невелике населення, але литовці дуже активно відстоювали свої права при входженні до ЄС. Мені здається, що якраз співпраця з Литвою і, можливо, налагодження якихось двосторонніх
стосунків і, можливо, стосовно виробництва і торгівлі, воно якраз би посилило позиції в ЄС, Литви і, можливо, так само би посилило і майбутні позиції України під час входження до ЄС. Президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию белорусской АЭС. Есть ли у нас другая какая-то альтернатива? Альтернатива нас завжди є. Електроенергії сьогодні виробляється багато, і Україна має потенціал виробництва електроенергії. Не забувайте, що в нас відбуваються маніпуляції з виробництвом електроенергії, тому що 40% електроенергії сьогодні, майже 50% виробляється атомними електростанціями, але 40 виробляється монополістом, фактично одним. І ми потрапили в залежність і вимушені купувати електроенергію сьогодні через те, що монополіст нечесно поводить себе на ринку. Нечесно забезпечує тою електроенергією, яку він повинен виробляти. І це питання не тільки про те, де ми будемо купляти електроенергію. Я би сьогодні поставила питання по-іншому. А що держава Україна робить для того, щоб монополісти її не шантажували? Тобто, які ми сьогодні запобіжники потрібно розробити і прийняти парламенту, передовсім, як обмежити так само регуляторів для того, щоб Україна убезпечилася від шантажу з боку монополістів. А такие механизмы есть, ограничивания Ахметова в данном случае? Сьогодні таких механізмів немає взагалі ніяких. І це не тільки в царині електроенергії. Той самий пан Ахметов, ми ж знаємо, він виробляє велику частину електроенергії, і він так само продає велику частину електроенергії. Тобто він має, і він ще й видобуває вугілля, тобто він має організовану монополію і вертикально, і горизонтальні. І він має горизонтальні монополії і видобутку вугілля, і виробництві електроенергії, і продаж електроенергії. І ще й має вертикальну наскрізню монополію стосовно цього. Це є величезний інструмент шантажу, яким він, звичайно, користується. Але держава не має сьогодні жодного запобіжника. Антимонопольне законодавство неефективне. Всі монополісти сьогодні мають свої інтереси в антимонопольному комітеті, вони контролюють антимонопольний комітет. Закону про критичну інфраструктуру в Україні немає і про захист її, тому що, наприклад, якщо монополіст, верніше навіть не так, якщо управитель чи власник критичної інфраструктури десь в європейській країні чи в Сполучених Штатах би посмів шантажувати державу і громадян країни, то приїжджають спецслужби, кладуть всіх на підлогу рівненько, відновлюють роботу критичної інфраструктури і тоді всіх ведуть до суду. Оце так має себе вести держава, яка захищає своїх громадян від шантажу власників критичної інфраструктури. Давайте подключим сейчас к нашему эфиру народного депутата Украины, фракция «Голос» Соломію Бобровську. Она с нами на прямой связи по телефону. Пані Соломію, вітаю вас. Доброго дня, вітання вам. Сегодня в Верховной Раде Украины выступал президент Литвы. Какие важные тезисы, озвученные им, вы бы отметили? По-перше, вся його промова була сповнена насправді змістом і посилу до українського народу. Дуже приємно, що він знайшов час виступити в парламенті і передати вітання від дружнього і дуже близького нам народу литовського. І, безперечно, неодноразове запевнення в тому, що вони стоять по нашій стороні в збройній агресії, і що санкції потрібні до того моменту, допоки російська агресія не припиниться і Крим не буде повернутий, і не будуть деокуповані території, про жодне припинення санкцій не може йти мови. Більше того, безпечно, він наголосив на спільному минулому, який має будувати наше спільне майбутнє, і про те, що Литва залишається поруч з нами в руху напрямку реформ. Більше того, він звернувся і до нас з проханням підтримати бойкот добудови Білоруської АЕС і фактично припинити купляти електроенергію в Білорусі. Пам'ятаєте, що саме ця АЕС, вона знаходиться доволі близько до кордону з Литвою, і для них це є питання, зокрема, в першу чергу національної безпеки.
Це те питання, яке дуже сенситивне і болюче для литовців. І з підтримкою було звернення віднесено до депутатів, до президента, до уряду. Власне, і те, що сьогодні половина виступу звучала все ж таки українською мовою, засвідчує, як на мене, величезну повагу і до спільної історії, про яку сьогодні пан президент згадував, зокрема, про князя Острозького і про місто Острог. Це було доволі приємно і розуміння повністю контексту, що відбувається, зокрема, в нас, и на каких стадиях мы в том числе находимся. Пани Соломея, еще такой вопрос. Вы вчера сообщили о том, что открыто уголовное дело, если не ошибаюсь, по отношению к народному депутату из ОПЗЖ, который на своей странице Facebook опубликовал карту Украины без Крыма. Речь идет о Вадиме Рабиновиче. Как вы оцениваете перспективы данного уголовного дела? Могут ли его привлечь к ответственности или же все канет в лету, как у нас часто, к сожалению, бывает в Украине? Насправді це мало бути притягнуто до відповідальності. Мені дивно, чому прокуратура сама не відкрила, і потрібен був лист. Це вже неодноразово моє звернення щодо певних представників ОПЗЖ. І, як на мене, Рабінович сьогодні своїми діями тестує суспільство, депутатів, своїх колег на реакцію на подібні публікації, тому що це суд стаття Кримінального кодексу щодо посягання на територіальну цілісність. Я би дуже хотіла, щоб насправді вже був і вирок, хоча б якийсь в Україні був прецедент по 110 статті, тому що досі немає прецеденту. Хотілося, щоб суд був би тут цього разу не глухим, не німим, так само разом з слідчими, і за такі речі було публічне і кримінальне покарання, як і говорить про це закон. Тому що санкції моїм єдиними на українських громадян, що в принципі доволі дивно було багато сприйнято юристами, але в першу чергу це має працювати суди і прокуратура в обвинуваченні за подібні речі. Дякую дуже, пані Соломія Чохсагловна. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція «Голос», была с нами на прямом зв'язку. Пани Оксана, сегодня также президент Литвы выразил свою решительную поддержку Украине в вопросе создания крымской платформы по деоккупации полуострова, а также вчера страны G7 также поддержали эту инициативу. Я предлагаю нам вместе сейчас послушать цитату стран G7 и продолжить нашу беседу. Сьогодні, через 7 років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Наконец-то, спустя 7 лет оккупации полуострова, Украина приняла стратегию по деоккупации и реинтеграции Крыма, в рамках которой идет эта инициатива Крымской платформы. Как вы оцениваете перспективы работы саммита следующего? Найперше, що я хочу сказати, що це рішення України означає, що нарешті з'явилися люди, яким це справді не байдуже. І це означає, що попередня влада, попри те, що багато декларувала заяв про підтримку деокупації Криму, не надто хотіла вдаватися до активних дій. І сьогодні створення Кримської платформи я вважаю, що це дуже важливе. Це дія, розумієте? Це не просто рішення, це дія. Чому Росія так обурилася? Чому Росія це знецінює, нападає, так веде себе агресивно? Тому що вона побачила дію, активну позицію України. Звичайно, ми всі розуміємо, що створення самої платформи, воно ж не призведе до деокупації, як в прямому сенсі цього слова, тому що від того, що люди зберуться на саміт і будуть щось говорити, напевно, це росіян не відлякає, і вони не сядуть на човни і не попливуть назад до своєї Росії. Напевно, так не станеться. Але в чому тоді, ви запитаєте, в чому ж тоді цінність цієї платформи, цієї дискусії? Власне, в дії. Тобто те, що
Україна не просто заявляє «Крим – це Україна», так, і всі повторюють «Крим – це Україна». Ну да, этот лозунг мы уже слышим на протяжении 7 лет. И знаете, вот если в 2015-2016 году вот эти призывы, осуждения, выражение обеспокоенности из уст мировых лидеров, оно еще как-то вот нас подбадривало, то сейчас, спустя 7 лет, это уже, к сожалению, ну, сказали. Спасибо. Ну, абсолютно, абсолютно. І стратегія Росії завжди була і буде далі, щоб всі про це забули. Це є головна стратегія. І Росія хоче, щоб всі з цим змирилися, забули, перестали про це згадувати, щоб це прийняли як факт. І, власне, через те Росія так збісилася на створення Кримської платформи, тому що з'явився майданчик, який не дасть про це забути. Тобто, фактично, це є така як антистратегія, так? Тобто, антистратегія для Росії, це стратегія України, антистратегія для Росії. Тобто, ми створили майданчик, який нам дозволяє обговорювати, досліджувати, різні формати створювати, збирати політиків, можливо, експертів, аналітиків, військових, тобто в різних форматах постійно про це наголошувати. Я не знаю, як сьогодні бачать достеменно творці Кримської платформи її роботу, але повністю це підтримую і завжди готова буду долучитися до роботи цього майданчику. Ну а какая, как вы думаете, должна быть институциональная модель этой платформы? Ну вот ок, да, давайте представим. 23 августа собрался саммит, поговорили, приняли декларацию. А что дальше? Якщо ви мене запитуєте, я би розглядала її в кількох напрямках. Тобто я би обов'язково мала би такий глобальніший чорноморський гурток, скажімо так, політичний. Тобто як можливість збиратися представникам політичного середовища з цього чорноморського басейну, можливо, навіть середземноморського чорноморського басейну, де би мала бути Туреччина, інші країни, Грузія, так? І де би обговорювали цю стратегію Росії, що ми можемо протиставити. В цьому майданчику обов'язково мало би бути присутні також Сполучені Штати, які сьогодні є одним зі стримуючих факторів від тої поширення цієї агресії Росії в Чорному морі. І це один напрямок. Інший напрямок обов'язково це мав би бути такий, я би сказала, юридично-експертний, тобто де би люди збирали якомога ширшу базу даних всієї інформації, яка пов'язана із злочином агресії, окупації Криму і всіх тих злочинів, які сьогодні Росія в зв'язку з цим проявляє. І, звичайно, це напрямок захисту самих прав людини, тобто озвучування майданчик, який би давав голос тим людям, які переслідуються в Криму, кримські татари і українські, які сьогодні переслідуються в Криму окупаційною адміністрацією. От щонайменше цих три напрямки, мені здається, що вони би були дуже цікаві. Більше того, я би запрошувала до Кримської платформи саме Балтійські країни, країни Балтії, через те, що я сказала раніше, тому що Балтійське море є наступним, тобто це наступна ціль російської окупації. І чим більше ми будемо зараз обмінюватися інформацією, говорити і мати спільну стратегію, тим більшій безпеці ми будемо. Росія должна участвовать в Кримській платформі? Це, мені здається, такі трохи танці з бубнами, та? Бо з одного боку говорити якби хочеться з Росією, бо начебто з надією, що Росію можна переконати. Але давайте будемо реалістами. Росія Крим не для того захоплювала, щоб його повертати. І вести перемовини стосовно Криму Росія не буде в найближчому майбутньому через те, що Крим Росії потрібен як стратегічна військова база в Чорному морі.
також для її експансії в Африці. Тобто це не просто місце, де живуть там українці, і кримські татари, чи кримські татари і українці, і яких Росія хоче переслідувати. Там є стратегічна військово-політична ціль на цій території. І Росія від цього не може відступитися. Тому сумнівно, що Росія туди війде. Але я би зовсім не робила це передумовою функціонування платформи. Нема їх, то нема. Важливо, що є ми. І важливо, що є наша позиція. Пани Оксана, вот мы в эти дни говорим о 7-й годовщине оккупации полуострова, говорим о том, что было, о том, что есть и будет, вот о том, что было. Ведь вы были вице-спикером парламента с 2014 года. Вот когда в 2014 году случилась оккупация Крыма, вот как вы это все воспринимали? Вы думали, что это затянется намного, вот до 7 лет, уже 7 лет, или же все-таки думали, что может разрешиться в течение 1, 2, 3 лет? Коли почалася окупація Криму, я ще не була в парламенті, і я тоді почувалася, я вам скажу, як я почувалася. Я почувалася приблизно, напевно, як почуваються жертви зґвалтування. Тобто це відчуття повної безпорадності, коли є хтось, хто тебе насилує, а ніхто тобі не допомагає. Тобто, тому що реакція країн Заходу, вона була радше потримати руки, щоб не дергалися жертви. Ніхто особливо нічого не говорив, і наскільки я розумію, та реакція, яка була неофіційна, вона була типу нічого не робіть, щоб не було гірше. І власне це тільки заохочувало Росію до наступних агресивних дій. Тому я вважаю, що відповідальність всі несуть за окупацію Криму. І українська влада, і тодішні, і всі попередні українські влади, але так само і міжнародна спільнота, тому що вони дозволили відбутися цьому акту агресії і анексії, і окупації. Якщо казати про пізніше, вже коли я прийшла до парламенту, то я можу сказати, що були спроби взагалі перестати говорити про Крим вже в 2015 році. І в багатьох європейських столицях, я вам можу сказати, були такі досить активні політичні середовища. Так, вони публічно говорили, що Крим – це Україна, але не публічно вони дуже дратувалися, коли ти їх повертав до розмови про Крим. Давайте поговоримо, от ми казали, давайте говорити про Крим. Чому ви про Крим не говорите? Ви говорите тільки там про Донбас, а Крим куди дівся? І часто політики, наприклад, там відмахувалися, ви ж розумієте, що це перспективно. На это же был и расчет, в принципе, России, да? Ситуация на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от Крыма. Абсолютно. І зробити Донбас розмінною монетою, а Крим заступити так, щоб залізобетонно. І тоді я вам скажу, це небажання європейців взагалі піднімати і якось розвивати цю тему Криму. Я думаю, що в 2015 році багато європейських політиків розраховували на те, що швидко реалізуються мінські домовленості. І знаєте, це буде як в цього руки обтрусили, тобто з Кримом, так як є. Так є сьогодні, де-факто російський, офіційно ми ніколи не визнаємо, але де-факто російський, тут виконалися мінські домовленості і все повирішували і вернулися до життя в попередньому ритмі. Їм це було, я би їх не звинувачувала тут, тому що це їхній прагматичний інтерес. Їм потрібно торгувати з Росією, в них свої інтереси. І тут важливо, щоб Україна відстоювала свої інтереси, тому що слухають тільки сильних, не треба розраховувати на співчуття. Треба розраховувати на те, що ти будеш мати свою позицію і будеш її відстоювати. І мені здається, що змінилося з 2015 року, що ми всі, як суспільство, стали трохи відважніші. Ми почали сміливіше говорити про наші інтереси. Про те, що нам не потрібен виконання Мінську, що нам не потрібні вибори на окупованих територіях, що Крим це Україна, це не просто фраза, треба щось робити, бо вже одна і та сама фраза не може повторюватися стільки разів без будь-якої дії. Тобто ми стали сміливішими у артикулюванні і відстоюванні своїх інтересів. Це добре. Если мы не можем выполнить Минск, а выполнение Минска
по тому порядку, который требует Россия, это капитуляция, тогда в чем смысл минских переговоров, которые идут, в принципе, и сегодня? Це також танці з бубнами, розумієте, це декорація, тобто це підтримання процесу, бо наче потрібен якийсь процес. І він справді потрібен, той процес якийсь потрібен, бо потрібно, щоб хтось говорив з тим самим Путіним. І той мінський процес, він дає можливість з ним говорити, принаймні, європейським лідерам. Але цей процес нічого не дасть. Ми маємо бути свідомими. Тобто він сьогодні, так, він нам, можливо, купує певною мірою час. Але насправді, якщо б ми Мінськ виконали, то би наш час скінчився, бо він би нас просто вбив. Виконання Мінських домовленостей. Мінські домовленості, ми його, до речі, дослідили на Львівському безпековому форумі, зробили такий ретельний аналіз моделювання. І ми... Розумієте, висновок, який головний. Мінські домовленості є односторонньою угодою. Там є тільки одна сторона – Україна. Тобто і так програє Україна. Там більше немає іншої сторони. Немає. Там немає Росії. В Росію нічого не можна зобов'язати робити відповідно до Мінських домовленостей. Тобто це просто знущання над Україною. І ось ми в такій... розщепірці. Тогда с чем можно сравнить этот Минский процесс? К примеру, можно ли сравнить его с Нагорным Карабахом, с Азербайджаном? Ведь там тоже у них был Минский процесс на протяжении 30 лет. Шел этот процесс, но на протяжении этих 30 лет Азербайджан укреплял свою обороноспособность. И чтобы не говорили о том, что вот Турция помогла Азербайджану, мы ведь понимаем, что сильные помогают только сильным. Повністю погоджуюся з вами, але я би порівняла Мінські домовленості з іншим історичним документом, називається «Нота Сталіна». Це документ 1952 року, коли була утворена Федеративна Республіка Німеччини і тоді Німецька Демократична Республіка. Сталін утворив Німецьку Демократичну Республіку на частині окупованої території німецької. І Сталін прислав Аденауеру, канцлеру ФРН, пропозицію, фактично Мінські домовленості. Він йому сказав, давайте об'єднаємо Німеччину на умовах того, що Німеччина відмовиться від участі в НАТО, амністувати нацистів і провести вибори на всій території. Один в один, ні, вам нічого не нагадує, правда? Наскільки все в історії циклічно. І тоді Аденауер відповів Сталіну, що єдність може бути тільки у свободі. Тому поки Німецька Демократична Республіка не буде визволена від радянської окупації, ні про яке об'єднання йтися не може. Я думаю, що нам треба цей досвід брати на озброєння і так само казати, єдність тільки у свободі. Будуть звільнені території, будемо тоді об'єднуватися. Вот вы упомянули Германию, и я бы хотела с вами обсудить политику Германии и, собственно, Северный поток-2, на котором они продолжают так настаивать. Но вот недавно Госдеп США, именно Блинкен, напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2». Вот что он сказал. Давайте вместе послушаем. Як зазначив президент, «Північний потік-2» є поганим проектом для Німеччини, України і наших партнерів і союзників у Центрально-Східній Європі. Держдеп відстежує зусилля із добудови «Північного потоку-2» та оцінює інформацію про компанії, які, схоже, залучені до проекту. Дожмут ли американцы «Северный поток-2», как думаете? Дуже на це сподіваюся, якщо чесно, тому що присутність Росії, російських енергетичних компаній і інтересів на європейському континенті є сьогодні критичною. І перемога чи поразка Північного потоку-2 це означатиме не тільки там побудувати якусь трубу і почати качати газ, а це велика загроза взагалі для незалежності Європи, Європейського Союзу від Росії.
Тобто це така окупація. Я би сказала, що це своєрідна окупація безкровна поки що Росією європейського континенту. І те, що європейці не розуміють, що спорожніла українська труба фактично так само може дати Росії карт-бланш на більш агресивну військову збройну політику стосовно України. Тому що сьогодні якраз труба досі є нашим щитом, бо не можна, розумієте, вести сухопутну війну чи, не приведи Боже, тут якось бомбардувати ці території не можна, поки через цю територію прокачується російський газ до Європи. А тепер уявіть собі, що ця труба спорожніла, і ми не маємо чим захищатися. Тобто для нас це такий другий Будапештський меморандум, умовно кажучи. Тоді забрали ядерну зброю, тепер будують Північний потік-2. Німці цього не бачать, вони дуже дратуються на цю історію. Вони кажуть, що це тільки комерція, тут немає ніякої політики, тому що до будівництва причетні також німецькі компанії і політики німецькі, і вони зацікавлені в завершенні цієї історії. Але це буде... Це такий, якщо знову ж таки брати історичну аналогію, це такий своєрідний новітній пакт Молотова-Ріббентропа, так? І от він, знаєте, от вони наближуються, і тут тільки сьогодні Америка є противагою, яка намагається їх розвести. І правильно робить, тому що йдеться знову ж таки про поділ Європи. І це не буде корисно жодній європейській країні, це не буде корисно для світу, ну і зрозуміло, що це буде дуже згубно для України. Но, тем не менее, немецкие политики пытаются всячески договориться с новой администрацией президента США и каким-то образом уговорить их снять санкции с компаний, причастных к строительству. Как вы думаете, могут ли США снять санкции Северного потока-2, если будет уменьшена или нейтрализована угроза остановки российского газа транзита через Украину? Американці, вони ж не діти, так? Вони ж розуміють ціну обіцянок Росії. Те, що Росія сьогодні буде обіцяти, то, що вона збереже транзит через Україну, якщо в неї з'являться потужності робити це в обхід України, то ніяка обіцянка Росії не працює. Ми в цьому пересвідчилися, мені здається, вже тисячі разів за історію Російської імперії, чи Радянської імперії, чи новітньої Російської Федерації. Тому ілюзій не треба мати, і Росія, власне, Сполучені Штати цих ілюзій не мають. Але які буде використовувати аргументи Німеччина і чи вдасться переконати Сполучені Штати? Мені зараз важко сказати. Я сподіваюся, що ні. Але якщо ви пам'ятаєте, це було... Коли це було, ми ще, здається, були в парламенті, тоді привезли нам черговий договір, який мали підписати про гарантії Росії, як вона буде транспортувати газ через територію України після запуску Північного потоку-2. І тоді, власне, дуже відверто всі про це говорили, що ціна російським обіцянкам, вона нуль. Мы уже несколько дней обсуждаем резонансное событие, резонансное заявление Байдена о том, что Путин убийца. Вы наверняка слушали это интервью, видели, и наверняка видели реакцию Путина на это заявление Байдена, истерику в пропагандистских СМИ РФ. Можно ли сказать, что сейчас началась такая холодная война между США і Росією? Я думаю, що йде позиціонування. Звичайно, Росія хоче, оскільки адміністрація Сполучених Штатів змінилася, я думаю, що Росія в різний спосіб зараз намагається запропонувати новій адміністрації Сполучених Штатів угоди різні, так? Тому що інтереси, наприклад, є інтереси на Близькому Сході, є інтереси в Афганістан, інші країни. Є Ближній Восток.
я ж кажу, на Близькому Сході, є інтереси в Європі, той самий Північний потік, є, звичайно, інтереси в Україні. Тобто інтересів, і не тільки Україна є, наприклад, зараз ми бачимо країни середземноморські також, тобто Балканські держави, там велика присутність Росії з'явилася, що загрожує цілісності НАТО. Ну, тобто багато є оцих от вимірів, куди Росія вже зайшла, і я думаю, що Росія буде зараз намагатися торгуватися, тобто міняти щось на щось. Це в них, ну, це так модно, так, у великій політиці. Це називається to bargain, так? Тобто торгувати. І я думаю, що оце твердження президента Байдена, воно дуже важливе, тому що воно показує оцю межу торгівлі. Так? Тобто це так проведена якась червона лінія, яка позначає, куди торгівля не може зайти, тобто де не можуть бути досягнуто якихось домовленостей. Як на мене, це добра червона лінія, тому що зрозуміло, що світ політичний і геополітичний, він дуже прагматичний. Не треба очікувати, що там всі хочуть один другому добра. Але оці публічні позиціонування, там, коли один президент називає іншого вбивця, значить він показує, тобто нижче чого він не може упуститися в своїх домовленостях і розмовах. Дякую вам дуже, пані Оксана. Оксана Сироїд була з нами на прямому зв'язку, віце-спікер Верховної Ради України в 2014-2019 роках. Президент США Байден отказался ответить на вопрос, планирует ли он проводить новый разговор с лидером России Владимиром Путиным. Новый разговор предложил президент России сам после окончания своего выступления, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса. В США американский президент проигнорировал вопрос прессы. Одним из первых был вопрос, согласен ли он на предложенный Путиным разговор. Байден не ответил ни на один из вопросов журналистов и просто вышел из зала, где проходил его брифинг. А вот по словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, президент США не жалеет, что назвал российского коллегу убийцей. Вот что она сказала. President Biden regret calling Vladimir Putin a killer? Ні, не шкодує. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання. Россия будет стремиться сохранить отношения с США даже после того, как президент Америки Байден назвал Путина убийцей. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Президент заявлял желание продолжать отношения, несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира. С нами сейчас на прямой связи российский журналист Игорь Яковенко. Давайте его поприветствуем. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Игорь, мы видим такую сдержанную позицию Пескова, сдержанную позицию Путина, в отличие от той истерики и воя, который поднялся в средствах массовой информации России. Почему? Ну, действительно, это удивительно, и это не в традициях Путина с его, так сказать, попытками изображать из себя мачо. Как-то не по-пацански получается, правда? Нет, не совсем. Не мачо ни разу, не брутальный совсем, а такой странный мальчик, который отшучивается детскими дразнилками, только из трубочки не плюется жеванной бумагой. Значит, и смиренно просит Путина, вернее, Путин смиренно просит Байдена с ним пообщаться, поговорить, значит, подебатировать, подискутировать. В общем, совершенно не в традициях Путина. И, безусловно, там не в традициях ближайшей его обслуги. Потому что, да, действительно, телевизор взорвался, телевизор орет там про войну что-то, про то, что надо Аляску забрать и так далее. Ну, а, скажем, Мария Захарова говорит, нет, мы не будем нагнетать, мы не будем ничего разрушать. То есть это та самая Мария Захарова, которая обычно, как, там, я не знаю, не хочется оскорблять коммунальную кухню, как она себя ведет. То есть это действительно неожиданно. И связано это было, безусловно, с тем, что на самом деле Байден поставил на лбу Путина клеймо «убийца», и это клеймо на следующий день подтвердил Европейский Союз.
очень важное заявление, которое не столь яркое, потому что там не самые главные чиновники, но тем не менее официальная позиция Европейского Союза, да, Путин убийца. И конкретно говорится о том, что да, действительно, вот по его приказу, при его правлении совершались многочисленные убийства. И это очень важная история. То есть он впервые столкнулся с тем, что он фактически объявлен изгоем. Потому что когда у человека на лбу клеймо убийца, то, ну, в общем, есть определенные ограничения. Так сказать, понятно, что его будут, конечно же, по-прежнему там куда-то приглашать, с ним будут здороваться, но после этого будут очень тщательно мыть руки. И это очень важная история. Путин, на самом деле, перешел на совершенно другой уровень. И он, конечно же, не готов вот к такому, так сказать, противостоянию со всем миром. Потому что там та холодная война, которая была объявлена 75 лет назад, она была объявлена, во-первых, совершенно другой стране, которая находилась совершенно на другом уровне, я имею в виду Советский Союз, по мощи несопоставим с путинской Россией. Ну и, во-вторых, там все-таки не было личностного клейма. То есть Черчилль не называл там, даже того же Сталина он не называл убийцей, хотя у него на это были, безусловно, основания. То есть здесь были персональное клеймо. Это совершенно другая история. Поэтому, то есть Путин примерно понимает, да, что если он сейчас будет вступать в конфронтацию, он проиграет? Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. У Путина на самом деле нет поведения вот в этой ситуации. У него было всегда поведение в ситуации, когда слабый Запад, когда там нет ни Черчиллей, ни, так сказать, ни Маргарет Тэтчер, никого. Ну, Байден, конечно же, не очень похож ни на Черчилля и особенно на Маргарет Тэтчер по ряду причин. Но, тем не менее, в общем, более-менее понятно, что здесь он столкнулся с очень серьезным оппонентом опытным. Особенно смешно, конечно, когда Путин вызвал Байдена на дебаты. Байден 50 лет в дебатах просто живет. Он 50 лет живет в дебатах. Путин ни разу в жизни ни в каких дебатах не участвовал. Поэтому он не знает просто, что это такое. Но это смешно. Он прекрасно понимает, что никто с ним ни на какие дискуссии не пойдет. Ну, поэтому так вот бросает вызов. Детский сад, штаны в горошек. Ничего другого сказать нельзя. Он, безусловно, растерян. Он не очень ожидал, что вот так вот с ним сейчас обойдутся. То есть можно ли сказать, что вот на международной арене в лобовую они не идут, а вот для внутреннего потребителя есть всякие шоу, телевизор, пропагандисты, вот какие мы герои, смотрите. Вне всякого сомнения будет продолжаться истерика, Байдена будут обзывать, там всякие Кадыровы, Соловьевы и прочая вот эта вот публика, которая, ну, вся эта вот обслуга путинская, информационная и политическая, они, конечно, будут заходиться в истерике, они будут поливать грязью, они будут орать, что он в деменции и так далее. Но, ну и, кстати говоря, есть единственный ответ, который в состоянии Путин дать, серьезный ответ Путин дать на вот это клеймо, которое на него поставил Байден, это, ну что, как у нас в России говорят, Воронежу надо приготовиться. То есть бомбить Воронеж, ну, имеется в виду уничтожать внутреннюю оппозицию, и это сколько угодно. Уже Соловьев заявил, в его программе это было очень сильно поддержано, что надо срочно принять меры, завести уголовные дела против тех, кто призывает к санкциям, ну, внутри России, за ее пределами, кто призывает к санкциям против России. То есть борьба с пятой колонной, с нас предателями, ну, с такими, как я, например, она будет вестись крайне жесткими мерами. Игорь, вот сейчас новость появилась, я бы хотела, чтобы вы ее прокомментировали. Президент США Байден прокомментировал предложение своего российского коллеги Путина провести дискуссию в прямом эфире. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg в Белом доме. Цитирую Байдена: «Уверен, что в какой-то момент мы поговорим». Конец цитаты. Ну, слушайте, это действительно в какой-то... На самом деле, понимаете, Байден там при всех возможных, мы до конца не знаем, что он из себя представляет как президент, потому что в этом качестве он не очень давно. Но, тем не менее, это человек, безусловно, прошедший очень большую школу, естественно. Конечно, да, поговорим. Очень характерно Псаки ответила на прямой вопрос о том, когда вообще поговорят. Ну, подождите, сказала Псаки. Вы понимаете, он только же недавно с ним говорил. Значит, там есть очень много лидеров государств, с которыми Байден еще не говорит. То есть в очередь, Путин, в очередь.
Становись в хвост большой. То есть это не разговор с руководителем, не отношение к руководителю ядерной державы, который имеет какое-то значение. Становись в очередь, когда-нибудь поговорим. Потом, не сейчас. Это крайне, это может быть даже еще более пренебрежительное и оскорбительное по факту ответ на вот это предложение. Иди в очередь, встань там, подожди немножко, в углу постой, так сказать, остынь. Потом, может быть, когда-нибудь поговорим. Ну, в общем, такой вежливый шлепок по затылку. Ну, так вот, на сегодняшний момент таково место Путина. Игорь, как вы думаете, какие может спровоцировать процесс, вот эта перепалка между Байденом, Путиным? Чего ждать? Боятся ли в России анонсируемых Байденом санкций? Ну, что касается бояться, тут уже поздно, потому что санкции будут, безусловно. Санкции будут и персональные, и секторальные. У меня есть все-таки очень большая надежда, что никакого «Северного потока-2» не будет. Вот я все-таки рассчитываю на это, потому что сегодня действительно уже довольно сильна политическая воля, чтобы это предотвратить. Но что касается персональных санкций, да, я надеюсь, что они будут не такие беззубые, как последние санкции Евросоюза, когда, в общем-то, под санкциями оказалась та четверка, которая и так никуда не выезжает и, безусловно, не имеет такой возможности. Так что я думаю, что будет расширено это, и не только там Кириенко, не только прямая такая путинская обслуга, но надеюсь, что более широкие санкции будут. Я на это очень рассчитываю. То есть, как вы думаете, вот этот Рубикон и вот этот процесс ужесточения санкций в отношении России, ухудшения отношений США и России, он уже перейден Байденом? То есть это уже необратимый процесс и для России, и для США? Вне всякого сомнения, это необратимый процесс, во-первых, психологически. То есть, когда человека назвали убийцей, то это уже совсем другой тип отношений. Да, безусловно, будут какие-то встречи. Скорее всего, не обойдется без рукопожатия. Но, тем не менее, это все будет уже на фоне того, что у человека на лбу клеймо убийца. От этого уже отмыться невозможно. Поэтому я думаю, что в конечном итоге это... Безусловно, еще раз говорю, это перевод отношений с Путиным на другой уровень. Это на самом деле перевод самого Путина на другой качественный уровень в мировой табеле о рангах, в мировой геополитической картине мира. Это другая история. Эта холодная война очень сильно отличается от той, которую Черчилль объявил 75 лет назад. Она очень сильно отличается. Так же, как Советский Союз сильно отличался от путинской России. Но, тем не менее, это, безусловно, какая-то версия холодной войны. Правда, без идеологического противостояния, поскольку никакой идеологии у Путина нет и быть не может. Игорь, я вот о чем подумала. А там уголовное дело административное против Байдена еще не открыли из-за неуважения к власти? А чего это вы административное? Там уголовка прямая. Там прямая уголовка. Я думаю, что вообще на самом деле это вполне реальная вещь. Я думаю, что какой-нибудь там басманный или хамовнический суд, он обязательно этим воспользуется, обязательно какую-нибудь пятерочку заочно Байдену навесит. По крайней мере, видимо, все-таки пока команды не было. Я думаю, что это будет обязательно. Кадыров уже потребовал, чтобы Байдена доставили в Чечню на излечение. Так что, подобного рода таких шуток будет достаточно много. А знаете, еще сегодня, вы слышали заявление президента Турции Эрдогана? Мне кажется, Эрдоган даже более жестко отреагировал на слова Байдена, чем сам Путин. Эрдоган сказал, что это непринятное высказывание от Байдена, и по его убеждению, Путин дал на это очень умный ответ. Путин молодец. Смешно. Эрдоган молодец. Конечно, он человек с очень своеобразным чувством юмора. И здесь, мне кажется, оно проявилось в полной мере. Потому что, действительно, у него ситуация в этом смысле не очень простая. Потому что, с одной стороны, Турция член НАТО. С другой стороны, безусловно, есть очень серьезные противоречия между Турцией и США. Есть определенные, интересы во взаимодействии с Путиным, поскольку Путин
совершенно откровенно сдал Эрдогану Южный Кавказ. Вот, просто откровенно совершенно. Поэтому, в общем, да, Эрдоган пытается строить Османскую империю. Путин пытается воссоздать Российскую империю. У Путина ничего не получается, у Эрдогана получается чуть лучше. Чуть лучше. Поэтому, так сказать, вот здесь Эрдоган каким-то образом балансирует между этими интересами. Ответ, я его не слышал, только что из ваших уст услышал. И, в общем, да, чувство юмора у Эрдогана есть. Да, цитата примерно была такая: это недопустимое и неподобающее действие для президента. Путин дал очень умный ответ. Конец цитаты Эрдогана. Вот это замечательно. Да, то, что, значит, вот эта вот детская считалка, кто как называется, кто как обзывается, тот сам так называется, это замечательно. Там следующая, очень большая в социальных сетях подборка по поводу того, как дальше будет вести себя Путин на дебатах. Не могу ее привести в эфире, потому что там некоторые вещи нецензурные. Спасибо вам большое, Игорь. Чохсагулнас. Игорь Яковенко, российский журналист, был с нами на прямой связи. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенч.